ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухтинском историко-краеведческом музее прошла традиционная Ночь искусств. К всероссийскому проекту наш город присоединился 5 лет назад. Традиционно культурный вечер в стенах музея начался с музыкального подарка для гостей. 2 часа на часах, где не нас, не нашего века. Смотрит девушка с пристальным вслед кораблю. И плечами по воде, зевнув от ветра. Я люблю это время, безнадежно люблю. Как обычно, в этот вечер двери музея были открыты для всех бесплатно. Можно было посетить как постоянные выставки, так и временные экспозиции. Например, недавно открытую, посвященную столетию комсомола. К слову, познакомиться можно было не только с предметами искусства или истории, но и с живыми скульптурами. Такой сюрприз для пришедших сделал Дом культуры микрорайона Подгорный. Это интересно, это смотрибельно, это, мне кажется, это эффектно. И у нас в Ухте я еще такого, по крайней мере, я не видела. Долго учились, долго смотрели, как это все должно быть, искали позы, старались стоять. Усилия не прошли даром. Маленькие статуэтки, безусловно, привлекли к себе всеобщее внимание. В целом же программа вечера была очень насыщенной. Для любителей истории и культуры Комикрая тут устроили просмотр фильма «Путешествие в Ашмесскую пещеру». К слову, этот древний памятник можно было посетить и в 3D-путешествии при помощи очков дополненной реальности. А для любителей не только смотреть, но и самостоятельно творить подготовили несколько мастер-классов. Для детей мы подготовили очень интересный мастер-класс. Это акварель и лепка из соленого теста. Очень любимый, очень популярный мастер-класс. Новинкой этого года стала береста. То есть очень много желающих. Места были заняты практически буквально в первый день. Ну и, конечно, в этом году очень радует фотозона. Яркая, насыщенная, гигантские цветы. В следующий раз музей откроет свои двери в рамках крупных проектов весной. В последнюю неделю марта здесь пройдет акция «Музей и дети», а в мае планируется Ночь музеев.